Говорить открыто о проблемах в сфере пассажирских перевозках призывает казахстанцев национальный перевозчик. В течение 3 дней на крупнейших вокзалах страны будут работать сотрудники этой компании. Они готовы выслушать все жалобы и предложения по улучшению сервиса. Жандос Даутов из Шымкента уже воспользовался этим правом. Житель Шымкента Жандос Даутов всем видам транспорта предпочитает поезда. Тем более, что по инвалидности ему положена 50% скидка. У Жандоса много родственников в разных городах. Поездки на свадьбы и юбилеи случаются часто. Но в очередной раз, решив купить билет, он столкнулся с трудностями. Это говорит, частный. Я говорю, как частный? Закон для всех один. Нет, говорит, тем более вы покупаете билет на дешевый, говорит, на плацкарт, говорит, 4000. Билет 4000 стоит. А мы, говорит, скидку не делаем. Вы или берете, говорит, на Тальган или как? Есть поезд, да? Тальган. Вот берите, говорит, мы скидку сделаем. Такой разговор состоялся в частной кассе. Сразу после него Жандос отправился на вокзал, где смог получить необходимую информацию о покупке билета. Сегодня там проходила народная акция «Адал Кызмет», организатором которой является акционерное общество «Пассажирские перевозки». Целью проекта является получение обратной связи от населения страны и улучшение сервисного обслуживания пассажиров. В его работе задействован административный персонал общества, филиалов и причастных структур. Цель данной акции является народный контроль для обратной связи с населением, для более эффективной коммуникации, чтобы понять, какие потребности у народа, что их больше всего волнует. И вот в составе 10 человек в каждом городе комиссия по всем вопросам касаемо сервиса, продажи билетов, возврата билетов, мы отвечаем на все вопросы. Как утверждают организаторы проекта «Адал Кызмет», ежегодно казахстанцы совершают около 20 миллионов поездок по железной дороге. Эта акция поможет значительно улучшить качество предоставляемых услуг. Данная акция не разовая, как заверяют организаторы, будет проводиться на постоянной основе. Бахром Абдуллаев, Виталий Зайнтинов, Информбюро Шымкент.